Добрый день, дорогие коллеги! Мы сегодня проводим первый методический семинар для руководителей республиканских инновационных площадок. Коллеги, нам очень важно сегодня, что каждый из вас будет готов представить уже тот наработанный опыт развития инновационной деятельности вашей образовательной организации. Нам очень важно, что мы вместе с вами уже выходили с проектами на уровень Республиканского экспертного совета. Я поздравляю всех руководителей образовательных организаций и руководителей республиканских инновационных площадок, что вашей организации присвоен статус. Это официальный статус, который, конечно же, дает очень много таких положительных профессиональных надежд, связанных с тем, что именно вы будете являться для всех нас опорой для формирования сети инновационных образовательных организаций в Республике Коми. И прежде чем перейти к информационной части нашего семинара, мы бы хотели с каждым из вас выйти на связь. Я прошу взять слово каждого руководителя Республиканской инновационной площадки, представиться, потому что мы понимаем, что нам надо сформировать еще и наше сетевое профессиональное сообщество. Мы с ней выбрали форму очно-заочного участия. Многие из нас присутствуют в студии. Мы бы хотели именно провести вот такое контактное знакомство. Коллеги, сегодня с нами на связи средняя общеобразовательная школа номер 40, город Воркута, руководитель РИПа Турунбеков Радик Хамитович. Радик Хамитович, вы на связи с нами? Радик Хамитович, вы слышите нас? Да, слышу. Поприветствуйте нас, пожалуйста, Радик Хамитович. Радик Хамитович. Уважаемые коллеги, Радик Хамитович, вы нас слышите? Вы нас приветствуете? Да, у нас, она у нас что-то слышит. Значит, не слышит. Коллеги, добрый день. Я на связи, нас слышно? Вот, спасибо большое, наконец-то мы вас услышали. Слышишь? Я вас слышу, а вот. нас... Вот мы теперь вас услышали. Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер, мы очень рады. Вы сегодня вы сегодня уже командой присутствуете даже на данном семинаре. Я правильно поняла? Представьте своих коллег. Кто сегодня... Слышно? Слышно? Слышно. Кто сегодня вместе с вами в вашей студии? Мы вас слышим, мы вас приветствуем. Хорошо. Кто сегодня в вашей студии присутствует? Позвольте, я представлю, это мои коллеги, скажем так, мои коллеги, я представлю. Да, запаздывает. Так, позвольте я представлю тогда, раз мы идем с небольшим опозданием, трансляция скорости интернета, видимо, до Сыктывкара пока это доходит, Почты России. Поэтому я представлю, это мои коллеги, которые непосредственно будут сегодня представлять определенные результаты нашей площадки, нашей пилотной площадки, инновационной площадки, региональной площадки, можно назвать ее как угодно. В любом случае, это наша деятельность, это мои коллеги, это Александр Павлович, который представит нам сегодня один из модулей нашей площадки, связанный с киностудией, с мультимедией, технологиями. И мой коллега из Воркутинского горно-экономического колледжа Данил Павлович, преподаватель.
которые работают непосредственно со студентами и с нашими старшими школьниками и с младшими школьниками. В рамках сетевого взаимодействия в Воркуте, конечно. Спасибо. Спасибо. Это очень важно, что вы именно работаете уже командой, что вы начинаете реализовывать ваш проект. Спасибо. К нам подключается представитель Сыктывкарского политехнического техникума Виктор Брониславович. Вам слово. Вы представляете техникум, и вы являетесь руководителем РИПа. Коллеги, еще один наш участник нашего семинара, ведущая организация среднего профессионального образования Республики Коми. Надо включить презентацию. Нет, пока не надо. Значит, техникум реализует региональный инновационный проект «Технический центр». Это региональная инновационная площадка. Занимаемся мы по 3 направлениям. Это одно направление — автомобили, учащиеся 6-9 классов. Второе направление — это робототехника для младшего направления, это на базе конструкторов Лего, это тоже 5-9 класс. И третье направление — это робототехника, это старшие классы и студенты политехнического. Спасибо, спасибо. Присоединяется к нам гимназия номер 1 города Сыктывкара, Рябова Ольга Николаевна. Мы всех приветствуем, и чтобы мы с друг Ольга Николаевна, познакомьтесь с нашими коллегами, нас видят все наши РИПы. Ольга Николаевна, вы сегодня тоже будете работать вместе с нами в рамках очной сессии. Спасибо. К нам присоединяется Управление образования администрации муниципального образования городского округа Ухта. Короткова Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна, вы на связи с нами? Наталья Юрьевна. Так. Еще представляем Ухтинский технический лицей. Ухтинский технический лицей. Добрый день, коллеги. Добрый день. Мы рады вас видеть. Будем рады, если вы представитесь, кто вместе с нами сегодня будет работать. Ухтинский технический лицей приветствует коллегов республики и представляет руководитель учреждения, директор, Летина Ольга Александровна. Я Бордюгин, заместитель директора по методической работе. Руководитель технического центра находится в командировке в Казани по повышению квалификации. Понятно, ситуация, коллеги, спасибо. Спасибо за информацию. Мы будем рады с вами выйти на связь, когда вы будете представлять уже материалы проекта. Спасибо, коллеги. Сегодня присутствуют у нас представители детского сада номер 83, общеразвивающего вида «Золотой ключик». Галина Николаевна, вы являетесь директором, чтобы вас тоже увидели наши партнеры, наши руководители. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Вахнина Галина Николаевна, директор детского сада 83. Мы вышли тоже на инновационную площадку. Будем работать по обучению детей коми-языку в городской русскоязычной среде. Спасибо. К нам присоединяется средняя общеобразовательная школа номер 10 города Ухты. Кто с нами на связи? Средняя общеобразовательная школа номер 10. Кто на связи с нами? Елена Николаевна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас видим, мы вас слышим. Елена Николаевна, вы присутствуете сегодня с нами? Да.
Представляю общеобразовательную школу номер 10, Белоголовая Елена Николаевна, заместитель директора ресурсного центра. Значит, опыт работы у нас по региональной площадке научно-методическая цифровая школа, и включились в новый инновационный проект начальное инженерное образование. Спасибо большое. И в нашей студии присутствует Рудинская Марина Владимировна, детский сад села Лозов. Марина Владимировна, тоже представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Марина Владимировна Рудецкая. Я являюсь заведующей детского сада, сельского красивого детского сада села Лозов. Мы тоже вышли на инновационную площадку по теме формирования этнокультурной личности средствами формы изобразительного искусства именно в условиях сельского детского сада. Спасибо, коллеги. Итак, мы сегодня вместе с вами работаем с руководителями республиканских инновационных площадок, которые вступают в развитие своих проектов, начиная с 2017 года. Нам очень важно сегодня определить вместе с вами алгоритм нашего взаимодействия. Мы надеемся получить от вас обратную связь. И мы предполагаем, что такие информационные сессии мы будем проводить ежемесячно, уважаемые коллеги. Мы очень рады, что именно этот формат позволит нам выстроить нашу совместную работу по реализации тех проектов, которые получили статус инновационных площадок. Уважаемые коллеги, мы приступаем к основной части нашей информационной сессии. Мы хотим вам представить некоторые рекомендации по шаблону, по алгоритму нашего взаимодействия. Надеемся получить от вас обратную связь, и после этого у нас будет с вами вторая часть. Мы будем слушать вас, и каким образом вы уже начали свой проект, вы нам это и представите. Коллеги, принимается такой формат нашего взаимодействия сегодня? Принимаем. Принимается. Очень хорошо. Коллеги, мы включаем презентацию. Мы включаем презентацию. Уважаемые коллеги, как я уже сказала, развитие инновационной деятельности для нас является государственной задачей. Я бы хотела вам напомнить цитату из выступления президента Российской Федерации, которая была озвучена в послании Федеральному собранию. Развитие образования требует модернизации в связи с построением инновационной экономики. Поэтому задача, которая стоит перед нашей республикой, это создание сети инновационных площадок, которые будут поддерживаться государством. В этой связи мы с вами понимаем, что главными участниками инновационного процесса выступают образовательные организации нашей республики. Именно вы являетесь создателями, творцами инновационного продукта, который мы с вами уже утвердили в рамках деятельности Республиканского экспертного совета. Каждый из вас уже представляет этот продукт в форме проекта либо программы. Я хочу вам напомнить, что вся наша деятельность регламентирована приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 30 июня 2017 года. Я хочу напомнить, что инновационная площадка может создаваться на базе любой образовательной организации Республики Коми, но самое важное, что в этой организации уже должна быть сформирована концепция инновационной деятельности. И действительно, когда мы с вами вместе выходили уже на защиту ваших проектов, мы осознавали, что каждая образовательная организация, которую вы представляете,
уже успешно реализует инновационную деятельность, и что ваши педагоги готовы к осуществлению функций, которые возлагаются на республиканскую инновационную площадку. Поэтому то, о чем сегодня мы будем с вами говорить, оно прежде всего заявлено в пункте 1.9 приказа нашего министерства, что инновационная деятельность, которой мы с вами вместе занимаемся, она должна быть представлена в форме программ или проектов, но которые имеют значение для развития всей системы образования Республики Коми и Российской Федерации. В этой связи я хочу напомнить, что все наши республиканские инновационные площадки делятся на 3 типа. В этом году, уважаемые коллеги, вы заявились только на 2 типа. На опорно-методическую площадку, цель деятельности которой – это оказание научно-методической помощи, развитие методической работы и внедрение передовых педагогических технологий, которые повышают эффективность управления инновационной деятельностью. Ресурсный же центр имеет другую цель. Ресурсный центр уже обобщает, распространяет инновационный опыт, который сложился на уровне образовательной организации. И именно статус ресурсного центра определяет, что ресурсный центр оказывает научно-методическую поддержку системе образования Республики Коми. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень прошу быть более внимательными при построении своих программ развития образовательных организаций. Если вы уже получили данный статус, то в программах развития организации вы должны обязательно отразить те целеполагания, которые вы приобретаете благодаря получению нового статуса. И именно трансляция на уровне системы образования данных целей позволяет нам в дальнейшем пройти все экспертизы тех инновационных продуктов, которые вы будете уже представлять по завершению своей деятельности. Далее мы бы хотели внимание обратить, что в приказе отмечается, что управление республиканскими инновационными площадками, конечно, осуществляет сама образовательная организация, которая приобретает данный статус, а Институт развития образования, то есть мы, являемся организаторами-операторами. Я не случайно для вас в этом пазле выделила те направления, которые для нас являются в настоящее время перспективными. Итак, я хочу на что внимание обратить. Прежде всего, наша с вами совместная задача. На первом этапе вы должны уже разработать нормативную документацию, которая регламентирует управление деятельностью РИПа на уровне вашей образовательной организации. Вторая очень важная позиция. Мы должны с вами совместно сформировать единый план информирования общественности о реализуемых инновационных проектах. Поэтому одно из наших предложений будет каждому из вас, что мы должны составить вместе с вами общий медийный план трансляции не только уже достигнутых результатов, но и каких-то промежуточных итогов. Далее, на что мы внимание обращаем. У нас действует портал «Открытое образование Республики Коми», который в настоящее время является действенным механизмом донесения важной системной информации до каждого педагога. И если мы сегодня принимаем решение, то начиная с завтрашнего дня именно те проекты, которые вы заявили, они будут представлены в разделе «Лучшие практики». Потому что я предполагаю, надеюсь, согласитесь, что сегодня даже
получение статуса РИПа, который будет действовать на протяжении последующих 3 лет, уже дает нам возможность позиционировать вас как действительно инновационные образовательные организации, которые транслируют лучший опыт создания инноваций на уровне организации. Далее, что очень важно, что несмотря на то, что все ваши проекты, они были рассмотрены экспертами Республиканского экспертного совета, нам очень важно, что все ваши программы, мероприятия, проводимые на уровне организации, они были утверждены руководителем вашей организации. В этой связи я бы хотела внимание обратить на научно-методическое сопровождение деятельности Республиканской инновационной площадки. Я напоминаю вам, что в соответствии с приказом нашего учредителя у каждого РИПа будет 2 руководителя. Руководитель, который назначается на уровне образовательной организации, обращаю внимание вот на этот пункт, который выделен у меня красным цветом. И это должен быть документ, подтверждающий статус руководителя. Нам очень важно, что сегодня мы готовы вам представить проект положения о руководителе инновационной площадки. И мы надеемся, что данный проект положения поможет вам для формирования и ваших внутренних локальных актов, которые будут регламентировать вашу внутреннюю деятельность. Также мы обязаны утвердить научных руководителей каждого республиканского инновационного центра. Либо это ресурсный центр, да, либо у нас опорно-методическая площадка. Уважаемые коллеги, мы такую работу уже провели. И сегодня мы после завершения вот этого вводного материала готовы вам представить руководителей, которые утверждены приказом нашей организации. Нам очень важно, что вы можете нам тоже кого-то порекомендовать, потому что в данном приказе представлены научные руководители, которые вместе с вами уже работали над вашими проектами, либо которые готовы вместе с вами подключиться к реализации проекта. Но у нас есть договоренность с Сыктывкарским государственным университетом и с Коми-научным центром, что у каждого РИПа еще может быть и научный консультант при решении каждой образовательной организации. Поэтому, коллеги, если вы понимаете, что в этом необходимость есть, мы можем на основе вашей инициативы обратиться к нашим партнерам. Они просмотрели все ваши проекты, они все заинтересованы работать вместе с вами. Следующий момент для нас очень важен с точки зрения управления. Итак, если мы говорим об алгоритме деятельности каждого центра. Почему я говорю центр? Потому что у нас либо опорно-методическая площадка, которая тоже является таким центром инноваций, либо ресурсный центр. Итак, я уже говорила, что каждая организация уже должна была назначить руководителя РИП своим приказом. Далее, на уровне каждой образовательной организации должна быть сформирована рабочая группа и утверждена приказом руководителя организации. Также руководитель организации должен утвердить своим приказом функциональную матрицу деятельности рабочей группы по реализации проекта либо программы, которые были заявлены в рамках проекта, который был представлен, с обязательным указанием календарного графика. Потому что это связано и с должностными обязанностями ваших сотрудников, с пониманием того, что в дальнейшем вы их можете стимулировать и каким-то образом поощрять за этот вид деятельности. Поэтому для того, чтобы весь этот механизм был прозрачным, мы очень просим внимание обратить именно на данные управленческие процедуры. Следующий
вид нашей совместной деятельности я уже вам говорила. Нам надо позиционировать наши республиканские инновационные площадки. Поэтому просим вас в течение ближайших 10 дней представить предложение в единый медийный план сопровождения вашего проекта. Мы готовы вместе с нашим Министерством образования, науки и молодежи Напальской Республики Коми представлять информацию о вашей организации, о ваших проектах. И сегодня мы должны понимать, что к нам должны подключаться представители общественности. Мы должны понимать, что нам нужна поддержка общественности, потому что, начиная с этого года, будет введена общественная экспертиза деятельности республиканских инновационных площадок. Коллеги, предложение принимается это? Есть выбор. Ну, выбор есть всегда. Далее, уважаемые коллеги, на что мы обращаем внимание? Это на разработку локальных нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность республиканских инновационных площадок на уровне образовательной организации. Мы выделили такие виды локальных актов, как приказы, положения и, внимание, обратим на те программы, в которые вы, наверное, уже внесли, либо будете вносить изменения. Итак, какие виды приказов должны регламентировать вашу деятельность на уровне образовательной организации? Как я уже отмечала, что должен появиться приказ об организации инновационной деятельности организации, которой присвоен статус РИПа, приказ о назначении руководителя инновационной площадки, далее приказ об утверждении плана инновационной деятельности. Он может утверждаться ежегодно, а может на полный срок реализации вашего проекта либо программы. Далее утверждается календарный план-график мероприятий инновационной деятельности. И, как я уже сказала, кроме рабочей группы могут создаваться мини-профессиональные микрогруппы педагогов, которые сопровождают реализацию вашего проекта. Какие положения, уважаемые коллеги, должны появиться на уровне организации? Сразу хочу сказать, что у нас есть тоже проекты данных положений, и мы надеемся, что мы сегодня начнем с вами их обсуждать, и в дальнейшем, может быть, именно эти проекты вы возьмете за основу тех положений, которые вы примете на уровне организации. Это, конечно, положение об инновационной деятельности на базе вашей организации и положение о рабочей группе, либо о микрогруппах педагогов, которые ведут инновационную деятельность. Далее мы с вами понимаем, что у каждой организации уже приняты программы развития. Как я уже отмечала, именно то, что вы приобретаете статус опорно-методической площадки, либо статус ресурсного центра, это должно найти отражение в программе развития. Потому что целеполагание меняется, и в этой связи возможно либо внесение изменений в программу развития по согласованию с вашим, конечно, учредителем, либо возможно принятие новой программы. Еще одна программа, которую нам рекомендуют наши эксперты, это, конечно, программа реализации мероприятий в рамках инновационной деятельности. Далее мы внимание хотим обратить, что существует еще один вид программы, и здесь мы готовы работать с каждой организацией. При необходимости мы готовы даже разработать такую программу перевода организации в режим стабильного функционирования. Такие примеры есть, и многие РИПы в других регионах именно работают по таким программам. Тоже проекты положения мы вам, уважаемые коллеги, представим. Что нам еще важно? Мы хотели с вами принять решение, конечно, совместное решение, что нам необходим утвержденный план взаимодействия руководителя РИПа, либо руководителя такой инициативной вашей рабочей группы и научного руководителя, который закреплен за каждой республиканской инновационной площадке. Мы очень надеемся, что в течение ближайших 2 недель вы проведете консультации, и мы вам организуем такие индивидуальные консультации с вашими научными руководителями.
И такой план мы утвердим, коллеги, до 1 марта. Я хочу внимание обратить, что мы готовы один раз в месяц в очной сессии, либо в рамках вебинаров проводить семинары информационные, либо семинары методические, где мы можем предлагать какие-то консультации по нашей именно совместной деятельности. И такой план будет именно находить отражение в нашей совместной деятельности. Что очень важно. Я уже упоминала приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, где определено, что ежегодно республиканская инновационная площадка должна представлять отчет о своей деятельности 2 раза в год. Таким образом, мы вам предлагаем обозначить сроки фиксации результатов, а именно они у вас будут в этом году еще промежуточные, на первом этапе до 1 июня текущего года в соответствии с матрицей функционирования проекта и календарным графиком, и второй этап до 15 декабря текущего года. Я хочу также вас проинформировать, что мы как оператор ежегодно до 10 июля каждого года должны формировать общий отчет о деятельности республиканских инновационных площадок. В этой связи мы бы хотели внимание обратить на формы предоставления отчетов, в том числе и промежуточных, у 2 видов площадок, с которыми мы с вами вместе работаем. Итак, уважаемые коллеги, мы вам представляем такую схему нашего взаимодействия. И здесь вы видите форму предоставления отчета, а именно те параметры, которые мы обязаны в отчете представить, и некоторые комментарии по роли научного руководителя либо научного консультанта именно по сопровождению формирования отчетов. Итак, уважаемые коллеги, мы внимание обращаем, что все данные критерии, они представлены в приказе министерства. Поэтому это наши обязательства, которые мы должны с вами выполнить. Итак, посмотрите, пожалуйста. Первое. Мы должны ежегодно разрабатывать и предоставлять аналитическую справку с приложением уже разработанных, либо находящихся на стадии разработки инновационных продуктов. И здесь нам очень важно понять, что формируя данную справку, мы должны обязательно проводить экспертизу тех промежуточных результатов, которые вы будете в своих отчетах представлять. И вот эта форма экспертизы, она предлагается нам, опять же, на ваше усмотрение в таком виде, что мы по каждой площадке будем создавать такую экспертно-аналитическую группу с включением представителей учредителя и представителей общественности. При Министерстве образования, науки и молодежной политики функционирует общественный совет. Они готовы включаться в эту деятельность. Поэтому, уважаемые коллеги, эта экспертиза, она принимает более такой расширенный статус. Далее, уважаемые коллеги, второй параметр. Здесь вы видите, что должны быть представлены данные педагогической диагностики. Мы тоже проводили работу с руководителями площадок, которые работали в предыдущие годы, и они внимание тоже обращали, что необходимо всегда на этом этапе подключение экспертного сообщества. Поэтому, уважаемые коллеги, аналогичная процедура создания экспертной группы по данному критерию тоже вам предлагается. Вот третья позиция, она очень важна, я бы хотела уделить ей внимание. Итак, мы в наших материалах должны подтверждать положительный социальный эффект инновационной деятельности республиканской инновационной площадки, в данном случае ОМП. Поэтому внимание обращаем. Мы готовы вместе с вами сформировать еще и план публикаций о деятельности РИПа. Нам очень важно, что действительно
по материалам от прошлых лет мы заметили, что публикации появляются уже по итогам. Когда мы готовы диссеминировать уже наш опыт, коллеги, предлагаем вам вместе с нами, и подключаются к нам научные руководители, подключаются к нам представители и вуза, подключаются к нам научный центр, готовы предлагать вам и вашим рабочим группам возможность публикации материалов именно по процессу, не только уже по продукту, но и по процессу вашей деятельности. Поэтому тоже план публикаций, готовы стать кураторами данного вида деятельности, мы готовы вам предложить. Коллеги, тоже до 1 марта ждем предложений по плану публикаций, которые мы готовы сопровождать. У нас есть различные возможности публикации не только на уровне республики, и на уровне Российской Федерации. К нам поступают очень интересные предложения, поэтому надо позиционировать наш опыт. Кроме этого, я уже говорила, социальный эффект подтверждается, конечно, и медийными публикациями. Поэтому подтверждением социального эффекта является, конечно же, и публикационная наша активность. Следующее, на что я хочу внимание обратить, что по итогам деятельности площадок мы должны будем представлять рекомендации по итогам деятельности. Я понимаю, что рекомендации будут носить такой характер завершающий, и поэтому мы предлагаем вам, конечно, уже с научными руководителями определить, что этот параметр, он должен постоянно вами контролироваться, и каждый этап вашей деятельности выходить уже на уровень дальнейших рекомендаций. Переходим к ресурсным центрам. У ресурсных центров цель предъявления лучших практик. Мы должны с вами понимать, что ресурсные центры имеют статус, который обязывает уже диссеминировать свой опыт, поэтому действительно в задачах деятельности ресурсных центров заявлено, что к вам должны подключаться другие образовательные организации. Вы должны не только позиционировать себя, но вы должны уметь, и это одна будет из наших задач, позиционировать ваш опыт, который уже реализуется на уровне других организаций. Задача номер 2, уважаемые коллеги. То есть задача ресурсных центров – создать сетевые партнерские организации, которые уже ваш опыт будут применять. В этой связи на что мы бы хотели внимание обратить? Что в качестве результатов деятельности ресурсных центров заявляется уже не только аналитическая справка, а заявляются методические, дидактические, нормативно-правовые и прочие разработки, которые уже должны быть представлены как в рамках промежуточных результатов, так уже и по завершению проекта. Поэтому, коллеги, вот здесь очень четко мы должны понимать, что у нас вместе с вами будет 3 вида деятельности, благодаря которым именно мы в дальнейшем можем показывать результат. То есть методические, дидактические, нормативно-правовые документы, которые в дальнейшем мы будем уже распространять по завершению проекта в другие организации. Еще очень важный момент. На базе ресурсных центров мы должны проводить обучение педагогов Республики Коми. Позиция очень четко заявлена, что ресурсный центр должен представить документы, которые подтверждают количество слушателей, которые прошли обучение, а также были на мероприятиях, которые ресурсный центр организовывал. В этой связи нам очень важно, что ресурсные центры должны стать стажировочными площадками, на базе которых в дальнейшем мы можем проводить повышение квалификации педагогов Республики Коми, ну и организовывать различные мероприятия, которые тоже могут иметь подтверждение даже в форме электронных сертификатов. Коллеги, на это внимание обращаем, поэтому с научными руководителями детально проработайте именно эти 2 важные задачи.
Если говорить о справке, которую вы будете готовить ежегодно, внимание обратите, что когда вы описываете опыт, здесь мы видим уже очень такие конкретные критерии, по которым оценивать будет вашу работу. На каждом этапе должны быть подтверждающие документы не только проведения того или иного мероприятия, но и документы, которые подтверждают количество внутренних и внешних участников. Внимание обратите, вы должны подтвердить, что вы, имея статус ресурсного центра, уже умеете управленчески создавать, как мы уже говорили, сети организаций и привлекать спонсорскую, партнерскую поддержку. Это действительно сложная задача, уважаемые коллеги, но на что мы хотим внимание обратить? Что вот все эти позиции, они требуют разработки отдельных регламентов, подтверждающих наличие данных видов деятельности. Также внимание обращаем, что критерии, которые обозначены в пункте 2 нашего приказа, который мы сегодня с вами обсуждаем, он представляет собой такую систему управления инновационной деятельностью. Итак, ресурсный центр должен представить перечень и обоснование разработанных локальных актов, но что очень важно, мы тоже консультировались с федеральным центром, и нам отмечают, что разработаны локальные акты не только подтверждают наличие этого локального акта в организации, но главное, чтобы локальные акты проходили экспертизу в процессе разработки. Далее, когда мы говорим о системе внутрифирменного повышения квалификации, внимание обращаем, кроме того, что вы привлекаете к себе других педагогов, вы обязаны провести систему внутрифирменного повышения квалификации с подтверждающими документами наличия того кадрового состава, который уже включился в инновационную деятельность ресурсного центра и который готов быть таким центром консультаций, центром коучинга, менторинга, определяющим именно позиции по сопровождению других образовательных организаций. Далее, внимание обращаем. Мы уже говорили, что, скорее всего, вы будете вносить в программу развития изменения. Но очень важно, чтобы на уровне ресурсного центра вместе с научными руководителями вы проработали вопрос по управлению рисками инновационной деятельности. Эта задача стоит уже перед ресурсными центрами. Поэтому нам очень важно, чтобы вместе с руководителями вы разрабатывали план корректирующих и предупреждающих действий. Ну и, конечно, нам очень важно, чтобы вся ваша деятельность с точки зрения системы управления, она была проведена на основе общественной экспертизы результатов инновационной деятельности. Вы можете выбрать уровень данной экспертизы. Это может быть муниципальный уровень, республиканский уровень. Но я уже говорила, что при Министерстве есть общественный совет, который готов включаться в экспертизу вашей инновационной деятельности. Уважаемые коллеги, еще несколько комментариев, которые я бы хотела вам представить. Что при описании результатов, полученных в процессе инновационной деятельности, нам очень важно, что, конечно, мы создаем новые программы, новые проекты, новые технологии, но они должны находить отражение, как я уже отмечала, в публикации. Поэтому публикационная активность – это тот критерий, который будет определять и дальнейшую вашу работу, и позиции, которые вы готовы будете заявить не только на уровне Республики Коми, но и на уровне Российской Федерации. Что очень важно, что действительно мы вместе с вами готовы информировать общественность, это прежде всего касается ресурсных центров, которые должны стать уже в ближайшие месяцы именно такими центрами создания и позиционирования инноваций, мы должны это подтверждать. Каким образом? Пожалуйста, это могут быть информационные какие-то выпуски на сайте нашего министерства, это может быть создание каких-то блогов в сети интернет,
Это могут быть какие-то обучающие семинары, которые вы вместе либо с нами, либо самостоятельно организуете. И, конечно же, все это должно находить подтверждение в вашем, как я уже говорила, таком и медийном, и научном плане. Ну, уважаемые коллеги, мы подходим к завершению. Уже в течение долгого времени многие из вас включались в инновационную деятельность, и вы должны понимать, что при описании результата, конечно, мы должны показать, что ваши результаты имеют устойчивый характер, что их можно в дальнейшем транслировать, применять. И в этой связи последние два критерия, которые будут представлены вами уже по завершению своей деятельности, вы видите на слайде. Это характеристика степени устойчивости, а также оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности, уважаемые коллеги. И мы сейчас завершаем нашу вводную часть. Мы очень надеемся, что эта информация для вас была полезной с точки зрения выстраивания взаимодействия с нашим институтом, а также построения системы управления инновационной деятельностью внутри вашей организации. Коллеги, мы готовы сейчас ответить на ваши вопросы. Если вы готовы вопросы задать, можете задать их в чате, можете в рамках нашей очной встречи. И мы также будем в течение ближайших дней вопросы собирать, потому что, думаю, надо осмыслить, обсудить и готовы вместе с вами работать. Презентации вам будут представлены, поэтому вы еще этот алгоритм, пожалуйста, внимательно изучите, потому что вопрос, наверное, будет возникать. И сейчас мы готовы передать слово руководителям республиканских инновационных площадок с теми материалами, которые вы готовы нам уже представить, как промежуточные итоги реализации ваших проектов. Коллеги, мы передаем вам слово. Кто готов с нами поделиться очень важной профессиональной информацией о ходе реализации проекта? Радик Хамитович, я поняла, что вы готовы. Мы готовы, да. Да, Радик Хамитович. Ну, тогда, наверное, вам слово, либо, может быть, какие-то вопросы есть. Вы знаете, вопросы, да, действительно, вы правильно говорите, нужно осмыслить. Мы, конечно же, видели данную презентацию уже на сайте, и мы ее просматривали, но, скажем так, мы ее не обсуждали. Вот, нам сейчас пояснили, я думаю, что нам нужно будет с коллегами еще раз собраться, посидеть, обсудить, и обсудить нашу деятельность вот непосредственно по той аналитике, да, которую мы непосредственно должны представить. Откровенно говоря, аналитика, она не пугающая, потому что мы уже представляли, имели опыт как ресурсный центр и проводили определенную уже работу, да, и какие-то моменты для нас, конечно же, уже не новы. А если говорить о отлаживании системы, да, о которой вы сейчас говорите, что мы должны с вами чаще все-таки общаться, чаще обсуждать и чаще представлять свои определенные наработки. Вот это действительно нужная вещь, которую мы тоже иногда бьемся как слепые котята, и нам тоже необходима помощь, нужен совет, который просто необходим иногда. Вот. И когда мы будем работать в системе как одно целое, это действительно очень хорошая идея, которую нужно выстраивать уже в систему. Да, спасибо. Это по поводу мнения собственного. А если говорить о предоставлении опыта и о том, что мы готовы уже представить, мы все стали ресурсными центрами. Я теперь боюсь ошибиться, как правильно говорить. Мы привыкли, что мы были всегда ресурсным центром. Да? Сейчас мы региональная инновационная площадка. Вот, и получается, что данная форма, данная обобщающая форма,
Мы все-таки привыкли быть ресурсным центром и представлять свой опыт как ресурсный центр, и работать как ресурсный центр, осуществлять какие-то свои инновации. Но плюс ко всему наша школа, она также является и пилотной площадкой по реализации, по введению федерального стандарта уже среднего образования, как я говорил. Поэтому у нас мы являемся как двойным центром. И если говорить именно о ресурсном центре, то мы подготовили уже определенные моменты, с которыми готовы даже похвастаться, что со своими достижениями можно презентацию. Мы тогда передаем вам слово. Спасибо за комментарии. Нам очень важно, что вы нам дали профессиональную оценку. Мы очень надеемся, что мы будем профессионально в этом году активно взаимодействовать. Это наша задача, которую мы ставим перед научными руководителями. И задача стоит перед нами как оператором. Нам это очень важно. Поэтому мы надеемся на вашу поддержку. Ну, если мы будем работать в целом, я думаю, как одно целое, я думаю, у нас все получится. А работа нас не пугает, все новое только интересует нас и захватывает. Отлично. Вам слово тогда. Мы ждем вашу презентацию. Спасибо. А скажите, видно на экране, мы сейчас вывели нашу презентацию? Нет, мы не видим. Не видите, да? Нет. Так. Ага, вот есть презентация на экране. Можно? Там, наверное, нужно сам. Нет, сейчас. Секундочку, мы сейчас выведем презентацию. Так. Так, оставим. Да, мы видим. Видите, да? Мы видим образовательная сеть, школьный технопарк. Мы видим. Так. Позвольте, я еще раз представлю моих коллег. Это наша уже творческая группа. Здесь не вся наша творческая группа, которая задействована в нашей деятельности, в нашем республиканском центре. Я еще раз представлю своих коллег. Это Александр Павлович Воеводин и Егоров Данил Павлович. Мы сегодня продемонстрируем определенные наши наработки, которые у нас уже возникли, да, после 23 ноября, когда вышел приказ. Вот, хотя мы не прерывали никогда свою деятельность и всегда работали в данном направлении. И, как вы помните, когда на форуме я представлял наш проект, я напомню, что называется он у нас «Школьный технопарк как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся». Ну и в данном направлении мы продолжили нашу работу. Можно следующий слайд. Еще раз представлю ресурсы нашего сетевого образовательного проекта. Это наши модули, которые входят в наш технопарк. Это модуль конструирования и робототехника, модуль техническое творчество и моделирование, который у нас осуществляется совместно как внутри нашей школы, нашей образовательной организации и Воркутинского горно-экономического колледжа. Плюс ко всему это наш модуль медиатехнологии и модуль исследования в области естественных наук. И уже хочу перейти к определенным результатам, которые мы уже достигли в этом году. Это наше сетевое взаимодействие с школьной лигой Роснано. В декабре месяце закончилась зимняя сессия, где наши школьники представили свой проект. Данный проект был связан именно с разработкой естественно-научного профиля. И вот если вы видите на экране сейчас, да, это вот как раз команда школьников, это школьники уже старшего уровня, это 10 наш 11 класс. Ребята себя назвали как анденоиды номер 1.
Вот, и участвовали как раз в разработке проектов, которые представлял Роснано. Плюс ко всему сотрудничали дистанционно с платформой Stanford, где также ребята представили свой опыт, свои проекты, свои результаты, за что получили в конце сессии сертификаты участников. Сейчас мы планируем в феврале продолжить работу в сетевом взаимодействии, в таком дистанционном. В феврале месяце начинается уже весенняя сессия. Ребята готовы, ждут с нетерпением, когда появятся новые проекты, новые задания, которые они будут осуществлять. Осуществляют непосредственно они в наших лабораториях на основе как раз нашего технопарка. Можно следующий слайд. Следующий слайд – это уже вторая наша лаборатория, связанная с модулем техническое моделирование. Здесь работает наша начальная школа, это 2-4 класс. И здесь наши ребята уже представляют абсолютно новый проект. Если вы помните, в сентябре месяце я представлял проект, где наши ребята демонстрировали моделирование, как вода приходит в дом. Данный проект уже новый проект, где ребята приводят электричество в дом. И на слайде вы видите, как группа исследователей моделирует непосредственно проникновение, скажем так, электричества в наши дома, в нашу школу и тому подобное. Это вот если вкратце о нескольких моделях, да, нашей деятельности. Сейчас я передам слово Александру Павловичу, он более подробно расскажет уже о модуле медиатехнологий. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы подключиться к беседе, которую начал Радик Хамитович. Что касается именно освещения и презентации наших ресурсов, нашей работы, киностудия нашей школы непосредственно прямое участие принимает во всех этих начинаниях. И что касается конкурсных работ, той же самой лаборатории химии и работы, которые ребята проводили там, я непосредственно и мои учащиеся, кто занимается в кружке киностудии, помогали ребятам снимать, фотографировать, чтобы оформить все это в некий конечный продукт в виде не только видеоролика, но и как инструкции образовательной, некой, так сказать, шаблона и формата выполнения заданий. Мы стараемся в данном направлении работать, поскольку вообще киностудия, которую я представляю, это не только съемка роликов, несколько модулей основных присутствует. Это для младших школьников в основном работа с мультипликацией, создание простых мультфильмов на основе самих идей учащихся. Я не стараюсь заставлять детей вот шаблонно работать. Вот я сказал, вы так и делаете. Я предлагаю варианты выполнения заданий, даю тему основную, а они уже придумывают. Вот мы подобный проект реализовали. Мультфильм. Я предлагал детям брать листочек, на листочке размечать 4 окошечка. В каждом окошке была сцена нарисована, соединенная началом и концом. То есть они сами придумали, о чем они в 4 этих изображениях расскажут. И какой итог будет у этого рассказа. Ну и в итоге потом сами же озвучивали все это и получали маленькие, непрофессиональные, конечно, но вполне достойные начальной школы мультфильмы. Им это очень нравилось. Что касается журналистики, в этом плане я тоже занимаюсь с ребятами уже более старшего возраста, так как сама тема журналистики, написания сюжетов, съемки, монтажа и работы ведущего – это более сложный процесс, к нему нужно прийти. Ребята здесь у нас реализуют блок тележурналистики, так как мы оснащены современной техникой света и видеосъемки, и аудиозаписи. Поэтому ребята во всем этом задействованы. У нас есть команда ведущих, мы берем ребят с хорошей дикцией. Даже те, кто просто хочет, я им помогаю, мы занимаемся с ними. Я не логопед, конечно, но знаю прекрасно различные скороговорки, которые могут развить речь. Поэтому в этом плане работаем с ведущими. Детям очень нравится, они даже спорят, кто будет вести, кто будет рассказывать, прям вообще там бегают за мной, я буду там вести.
Журналистов растим, маленьких, стараюсь брать ребяток помладше, чтобы завлекать их, развивать речь, логику, ну и, конечно, коммуникационные моменты, чтобы дети не стеснялись общаться, умели находить подход к разным людям, поскольку мы и с педагогами интервью берем, и с детьми на выходах, на городских мероприятиях тоже общаемся. Это крайне важно. Что касается такого направления, как интернет и блогинг, в этом направлении мы тоже работаем. Опять-таки, демократичный подход я приветствую, так как это творческая работа, работа, направленная на реализацию задумок ребят самих. Шаблоны здесь я подсказываю ребятам только форматы выполнения. То есть, как поставить камеру, грубо говоря, свет и технические некоторые надобности я с ними решаю. А именно о чем будут рассказывать, тоже с небольшой коррекцией, но я представляю, то есть, вариант детям. Вот у нас ребята несколько блоков делали, заметки школьника, в котором как ералаш практически было, только более современно. И опять-таки это нравится именно детям, что видно по просмотрам на том же нашем канале новостном, школы номер 40, в той же сети, либо ВКонтакте, либо на Ютубе. Дети это с удовольствием смотрят, комментируют, иногда с завистью, что они не участвовали, иногда ругаются, что вы где-то идею взяли. Но идея такова, самореализация через идею детей именно. Это как блогинг, то есть их мысли. Потому что журналистский блог, модуль работы, все-таки более строгая работа освещения деятельности и освещения неких событий внутришкольных и за пределами. Что касается именно вот основных этих блоков, они работают сквозным форматом, то есть я могу привлекать детей из начальной школы для работы в журналистике, допустим. Если мне ребеночек сам хочет, у него есть идея, он желает, он горит, он хочет рассказать как ведущий новостей, как диктор. Ради Бога, с ним поработаем, предложим ему вариант такой. Если есть инициатива поснимать, быть оператором, ради Бога, ни в коем случае не запрещу прикасаться к технике, занимайтесь. То есть развитие идет помодульно, но при этом через, так сказать, обобщенно. То есть я допускаю детей, не ограничивая их. Но более целенаправленно все-таки с каждой возрастной группой идет работа. Если похвастаться своими достижениями, достижений, к счастью, много. Достижения детей крайне радуют, потому что мы и на городских уровнях занимаем призовые места. Мы и на республиканском уровне показываем неплохие результаты. Не высочайшие, конечно, но неплохие. У нас есть и по мультипликации призовые места, и по роликам по здоровьесберегающим технологиям, по здоровому образу жизни у нас тоже есть призовые места на республиканском уровне. Есть у нас и внутригородские. То есть ребята работают и получают от этого и удовольствие, и опыт, и, конечно, свои идеи, которые у них есть, тоже можно приравнять к некой инновации, поскольку в рамках образования как такового работа киностудии – это само по себе инновационное образовательное явление. И форматы, которые мы предлагаем, не только стандартные, вот тебе краски, рисуй мультик, или вот тебе камера, снимай новость. Это форматы шаблонных образовательных проектов. То есть в данном ключе мы реализуем проект совместно с преподавателями английского языка. Он называется «Учим английский вместе». То есть выдается шаблон выполнения. Ребенок, как диктор, как ведущий выступает, предлагает повторять за ним определенную фразу на английском либо немецком языке. Фраза устойчивая, то есть ни пуха, ни пера, допустим. И вот на английском языке предлагают эту фразу. Или «я очень устал сегодня», вот у нас был такой проект. В формате англоязычного или немецкого языка все это преподносится и дублируется текстовой составляющей на экране. И вот этот проект, шаблон проекта достаточно эффективно работает. Мы планируем еще выпускать определенные видеоролики в этом проекте. И как инновационный именно продукт с точки зрения подхода к образовательному ресурсу, это, я считаю, достаточно эффективно и интересно. Детям интересно смотреть и на себя, и показывать себя не только в каких-то юмористических роликах, но и в образовательных. По планам передачи опыта республики,
Конечно, вот один из таких проектов, как у нас «Учим английский вместе», есть у нас ряд на данный момент реализующихся проектов, похвастаться пока мало чем есть, но они реализуются, это проекты по истории города, по памятным местам города, по людям, которые были и остаются легендами города Воркуты, то есть рассказ о персоналиях, тоже в формате проектной, шаблонной некой. Канва будет такая создана, в рамках которого под едиными, ну, не знаю, стандартами. Да, по стандартам будет выходить, то есть исторические зарисовки о городе. У нас тоже есть курсы по истории родного края. Почему бы нет, вполне можно включать эти выпуски и туда. Плюс ко всему, ну и размещаем, конечно же, в сети интернет, YouTube, Контакт. Информация. Да, и немало. Да, мы понимаем. Я думаю, что, наверное, мы встретимся с вами еще раз обязательно, и вы представите всю информацию, которую вы сегодня подготовили. Я думаю, что будет еще и пополнение информации. Нам можно просто сказать, Данилу Павловичу, и мы завершим. Хорошо, спасибо, да. Да, здравствуйте, Егоров Данил Павлович, Горно-экономический колледж, преподаватель информационных технологий. Да, не так давно 40-я школа заключила с нами договор, который о сотрудничестве, да, то есть теперь мы реализуем совместный проект. Не только, да, то есть профориентация, но и школьники, да, то есть из 40-й школы имеют возможность приходить на занятия на старшеклассники в Горно-экономический колледж, работать в наших лабораториях над какими-либо своими проектами. Также я преподаю робототехнику, и мы начали не только со старших классов или средних, мы внедрили ее и на начальных классах, то есть практически единственная школа в городе, которая занимает призовые места в категориях там, от 1 до 4 класса. Это помогает детям развивать инженерную мысль и также настраивает их на профориентацию со школьной скамьи. Если вкратце. Если вкратце, да, то есть достижения у нас уже достаточно большие есть, да, то есть все соревнования, которые проходили, да, то есть или проходят у нас как в рамках городских, так и республиканских, команды занимают призовые места, то есть работа ведется. И сотрудничество продолжится. Содержательную информацию, мы понимаем, что проект стартовал, вы действительно являетесь ресурсным центром, и приобретение статуса республиканской инновационной площадки, конечно, дает очень много еще и профессиональных возможностей для демонстрации своего опыта не только на уровне Воркуты, но на уровне Республики Коми, и мы надеемся на уровне Российской Федерации. Коллеги, желаем вам профессиональной удачи и, конечно, в течение ближайших дней мы ждем ваших предложений по формированию плана вашей медийной активности и, конечно, плана научных изданий. Согласны? Согласна. Спасибо. Согласны. Спасибо, коллеги. До встречи. Мы предоставляем слово Марине Алексеевне Палкиной, директору и руководителю Республиканской инновационной площадки Коми Республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности. Марина Алексеевна, вам слово. Вы являетесь ресурсным центром. Я понимаю, что у вас не только уже готовый опыт, но и есть результат реализации проекта, который вы продолжаете. Поскольку, добрый день, уважаемые коллеги, поскольку было обозначено кратко сказать о том, какие перспективы у нас есть, поэтому о тех достижениях, которые имел ресурсный центр наш в течение того времени, в котором мы были, я говорить не буду. Единственное, давайте посмотрим, чем мы собираемся заниматься дальше. Итак, тему, которую мы обозначили на предстоящий период времени, это сетевое взаимодействие образовательных организаций Республики Коми, обеспечивающее профессиональный рост учителей, повышение качества обучения учащихся сельских школ. Обозначены у нас ведущие идеи программы по поводу организации сетевого взаимодействия. Затем мы определили приоритетные направления, цели нашего взаимодействия и с образовательными организациями
и вузами, и со школами сельскими, и с управлением образованиями наших муниципальных образований республики. Затем мы определили основные задачи нашей деятельности, ожидаемый результат реализации программ мы определили в соответствии с теми задачами, которые мы поставили. Ну и вот тот план мероприятий на 2018 год, который мы хотим реализовать в этом году, несмотря на то, что табличка очень маленькая, она по содержанию достаточно емкая. В феврале, марте, апреле мы планируем провести очередные семинары для учителей в рамках работы нашего ресурсного центра. Это семинар по 8-9 образовательным предметам, профильным предметам, по которым учащиеся готовятся к сдаче государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в том числе. Ну и новым для себя мы планируем демонстрацию этого опыта уже проводить в рамках размещения записей лекций ведущих преподавателей лицея, ведущих преподавателей Сыктывкарского государственного университета уже на интернет-портале, в зависимости от того, какие будут наши возможности. Пока, наверное, у нас нет возможности для того, чтобы проводить онлайн-трансляции таких встреч, таких семинаров, а это достаточно всегда интересно. И последний семинар, который мы проводили, много было высказываний учителей, особенно из дальних районов, которым приехать достаточно тяжело финансово, материально и по времени затратно, что они бы, конечно, хотели посмотреть данные семинары и постоянно бы в них участвовали с тем, чтобы постоянно повышать свое профессиональное мастерство вот на этих семинарах. Поэтому, если позволит, вот третий пункт, наверное, он, возможно, должен был стать и первым, что если мы найдем таких партнеров, а партнеров мы таких хотим найти в лице и Института развития образования, и университета нашего, с тем, чтобы вот эта вот техническая поддержка, у нас ее, поскольку нет, мы находимся на базе все-таки университета, своих помещений не имеем. То есть если такая помощь будет оказана, техническая, мы, конечно, сможем все это организовать. Опять же, один семинар проводится, и проводится не по одному предмету, а 8 предметов, это нужно 8 видеокамер, у нас есть одна, и то, скажем, может быть, не такая совершенная. Это необходимо, чтобы преподаватель имел на себе тоже определенную техническую амуницию в плане микрофона, который взаимодействовал бы с видеокамерой дальше. Поэтому тут проблем, конечно, наверное, достаточно много, но они, наверное, решаемы. Потому что технические возможности института есть, и университете есть. Поэтому вот такое совместное взаимодействие, которое, конечно, войдет вот в всю эту модель сетевого взаимодействия, и когда мы вместе определимся, кто, что и чем сможет помочь друг другу, наверное, все это станет реальным. Ну и конференции мы, конечно, проводили с учителями, и давно мы их уже, как говорится, не провели. И, наверное, вот в ноябре месяце будет, наверное, как раз таким неким итогом работы за 2018 год провести такую конференцию, уже с приглашением, конечно, и учителей, и преподавателей лицея, преподавателей вуза. Ну, в общем-то, наверное, и как-то так собраться, как, да, самым тем, кто заинтересован. Да, спасибо, Марина Алексеевна. Уважаемые коллеги, хочу внимание обратить, что Марина Алексеевна уже представила план мероприятий на этот календарный год. Мы очень бы хотели, чтобы, возможно, именно такой шаблон ваших предложений по плану вы нами направите, потому что в этом плане уже отражается и ваша публикационная активность. Вы видели здесь предложение по формированию научного сборника. Здесь есть необходимость, и мы это уже увидели, позиционирование научных достижений, это проведение именно уже конференции и не только семинара. И, конечно, в этом плане находит отражение уже такая медийная политика по позиционированию деятельности площадки. Поэтому, уважаемые коллеги, вот если мы такой шаблон возьмем за основу, я думаю, что нам всем будет понятен механизм и дальнейшего взаимодействия и управления нашей деятельностью. Коллеги, спасибо, спасибо. Я знаю, что вы работали уже с научным руководителем. К вам подключилась Елена Дмитриевна Новика, кандидат педагогических наук. Поэтому, уважаемые коллеги, нам очень важно, чтобы вы начали взаимодействовать с научными руководителями. Именно этот опыт взаимодействия, он тоже для нас будет являться опорой для управления республиканскими инновационными площадками. Спасибо. Вот результат нашего взаимодействия. Спасибо, коллеги.
Я передаю слово представителям ресурсного центра, а именно Сыктывкарскому политехническому техникуму. Виктор Борисович, тоже так? Очень кратко, всего 8 слайдов, информацию читать не буду. Значит, информация, которую здесь мы представляем, она носит рабочий характер. Она говорит о том, что у нас идет работа. Технический центр, региональные инвестиционные площадки, технический центр. Вот фотография занятия технического центра на автомобильных тренажерах. Автомобильные тренажеры полностью, значит, полностью, они как настоящие автомобили. На картинке экраны, девочки, мальчики, учащиеся 38-й, 36-й, 18-й школ города Сыктывкара. Какая тема? Ага. Ну, задачи проекта я читать не буду, это у вас у всех это все есть, значит, это я просто, вот, молодой специалист, выпускник лесного института, Барсукова Елена Васильевна, значит, ведет занятия, вписалась в работу, тоже новый человек, был другой, я новый, она новый человек, значит, она выпускница, очень удачно, очень успешно работает. И мастер производства обучения Сурин Василий Борисович, он его здесь на кадре, там он дальше видит, они вдвоем занимаются. Сейчас, когда вот будет вот это самое расписание занятий, очень интересно, значит, что мы в этом году немножко переформатировались. Наша цель — это еще трудные учащиеся, отвлечение детей, учеников с улицы. Из-за этого у нас больше такая техническая направленность. Ну вот занятия Барсукова, Андрей Щукин, Баранов. Это ребята у нас, кроме направления автомобиля, еще два направления робототехника для младших и старших, значит. И к Барсуковой, вот к трудным ребятам, у нас подключены еще мастера производственного обучения. И мы с ребятами сделали название. Вот, допустим, Безносиков Андрей Владимирович, он у нас ведет направление автогонщик. Это багги, карты, значит. У нас аккуратный водитель. Это вот Сурин Василий Борисович, который на тренажерах, который имитирует автомобиль. И мы сделали в этом году новое направление — автомастер. Это Ивлев Сергей Александрович, значит. Это уже работа на автомобилях, снятие, установка деталей, узлов, ну и так дальше. Значит, ну это понятно. Довели контингент до 60 человек в этом году. В 3 раза, наверное, увеличили. Но я не знаю, в том году. Ну и как же мы все-таки будем оценивать работу? Потому что любая работа, она требует результата. Как вы заметили, если там научная деятельность была, у нас научного руководителя нет, я думаю, мы потом это все опишем как надо. Но пока говорим только о учащихся, о детях, значит. И для того, чтобы была мотивация, для того, чтобы была заинтересованность, значит, каждое соревнование, каждый процесс обучения будет как результат это соревнования. Вот по направлению робототехники, участие в республиканских и российских соревнованиях, сейчас был Робофест, по-моему, да, значит, мы проанализировали, сегодня информация уже на сайте появилась, в практической части наши ребята заняли 2-е место. Там, они очень высокие результаты показали, но физику мы в школе не учим, физика учится в школе. По направлению автомобилей в этом году тоже у нас новшество такое будет, будем проводить соревнования. Сборка узлов и агрегатов автомобиля. Ну, представляете, стоит большой автомобиль, КАМАЗ, 4 колеса, 4 человека с ключами, и хулиганы на скорость снимают, ставят колесо. Уже 8, 9, 10 класс. Им очень-очень интересно. Ну и будем проводить соревнования на картингах. Скутера, значит, планируем выйти на республиканский, выступить организаторами республиканских соревнований. Ну, конечно, подключим партнеров, там, ДСАФ, еще другие школы. Ну, это вот кадры. Все. А участники проекта
учащиеся школ Сыктывкара, Институт развития образования и Министерство образования и науки. Подросток – это центр нашего обучения фотографии, занятий технического центра. Вы видите, все сидят, девочки едут, мальчики сидят. Ну, прокатились. Спасибо. Да, WorldSkills, завтра большое заседание. Слышали, да, что такое WorldSkills? Скоро все будут слышать. Вот я тоже участник еще и того проекта. Площадка, Да. автомобили. Спасибо большое. У нас пропускаем, конечно, мероприятие. И, уважаемые коллеги, давайте сейчас Ольга Ивановна Рябова, гимназия номер 1, также очень кратко расскажет о тех планах, которые стоят перед этим образовательным учреждением. И еще раз хочу обратить внимание всех участников, да, что вот тот план, который предоставила нам, любезно показала, да, Мария Анатольевна Палкина, вот, пожалуйста, давайте брать его за основу. То есть какие планируете мероприятия, пусть их будет немного. Вот у нее было 3 на слайде, да, но конкретный результат и конкретная форма, допустим, проведение конференции и результат, публикация. Вот замечательно, это как раз то, что нам от вас будет нужно. И также каждому РИПу я сегодня, ну и завтра с утра отправлю, мы разработали типовое положение РИП на базе образовательной организации. Посмотрите, подойдет, используйте, да, вносите, конечно, свои коррективы туда, как вам необходимо. И уже на основе этого типового положения вы можете разрабатывать те остальные, которые вам понадобятся. Лишних положений делать не нужно. Но те, которые регламентируют деятельность, они должны быть. Можно я тебе спрошу? Вот сейчас выступали тут хорошо, вот там это к такому-то числу, это к такому-то числу, это к такому-то числу. Я прошу вот это какой-то методическую форму письма и на имя директора. Мы люди подневольные, и мы, значит, это самое... На имя чего мы должны разработать. Да, и на основании чего, потому что если мы будем делать что-то, ну это Но сразу... сейчас мы до 1 марта, как бы, да, собираем ваши планы. Вот надо, то есть с вашими результатами планируем, да, то есть то, что показало, да, Ну, на имя директора письмо. обязательно сделаем, да. Потому что у нас 2 человека занимаются, я вот этой вот частью, да, и мне фамилию уже научного руководителя в этом письме. Ну, ваш научный руководитель известен, вот он уже зафиксирован приказом, он тоже вам... Ну, приказ уже был? Да, приказ уже был, то есть Рассылку все была? научные руководители уже назначены. Мы вам направим тоже. Ну и на мой, вы сейчас электронный адрес не имеете, тоже дублируете. Да, да. Хорошо. Хорошо, большое спасибо. Ну, самое главное, что вся информация должна проходить через директора. А то это самое, отзывать зарплату. Всего доброго. Ой, извините, я, конечно, с удовольствием послушал, но WorldSkills это соревнование. Базу данных забиваем, а в Америке ее читают. Спасибо. Уважаемые коллеги, наш проект это формирование, называется формирование системы оценочных процедур в условиях реализации в ВУЗ. До некоторого момента в прошлом нам казалось, что оценивание это не так все сложно, да? Но оказывается, что тоже должно быть систематизировано, да, структурировано. И вот мы такую систему хотим в гимназии разработать. Представлены здесь нормативно-правовые документы Российской Федерации, также мы на основе нормативно-правовых документов Республики Коми работаем. Представлена актуальность проекта, негативные факторы, то есть факторы риска, да, которые могут быть в результате нашей работы, в ходе работы. Цель проекта – разработать систему методического сопровождения учителя по разработке оценочных средств в условиях реализации ВУЗ. Задачи проекта тоже представлены на слайде. Так, несколько задач, я думаю, что еще и промежуточные какие-то есть определенные моменты, которые нужно реализовывать. Ожидаемый результат – это один из пунктов повышения уровня оценочных компетенций педагога, система сопровождения педагога, нормативно-правовое сопровождение. Ну, здесь этапы проекта у нас до 2020 года запланированы, основные направления деятельности гимназии 1 в качестве РИ, основные деятельности в проекте представлены. Что мы предполагаем у нас будет в ходе поставленных задач решаться, подкреплен документами следующего характера, ну и
мне хотелось бы остановиться на тех мероприятиях, которые мы уже реализовали в 2017 году. Мы представляли проект на форуме в октябре 2017 года «Образование государства и общества». Проходили у нас рабочие встречи, решение вопросов оценочных процедур на научно-методическом совете буквально недавно, вот в январе мы провели. Участвовали в конкурсе по контрольно-оценочной деятельности в октябре-ноябре. Я должна сказать, что если в прошлом году у нас не так много педагогов было, и мы не заняли ничего, в этом году у нас была одна группа от начальной школы и 3 педагога с разного профиля. И в результате тоже результат получше, не такой, какой хотелось бы, но у нас есть призовое место. То есть мы уже продвинулись, да, в этом. Провели семинары по контрольно-оценочной деятельности в рамках внутригимназического или внутрифирменного, как говорится, обучения педагогических работников. И планируем мероприятия, представлены на слайде, мы их тоже отформатируем в том виде, в котором вот сегодня было представлено. Это мы планируем форматирование КИМов в рамках промежуточной аттестации в соответствии с требованиями. Имеется в виду то, что контрольно-измерительные материалы у нас по разным, допустим, предметам, несколько разнопланово, да, составлены. Мы планируем, что все-таки это должно быть в рамках тех ВПРов, которые приходят, да, с инструкциями и со всем материалом, которые, целый пакет документов. Также предполагаем разрабатывание инструкций для педагогов и учащихся по проведению контрольно-оценочных процедур. Это есть, но не на должном уровне, хотелось бы, конечно, отредактировать. Работать будем над тематическим планированием, текущим контролем и, возможно, проведем фестиваль или конкурс внутригимназический, может быть, с публикациями, да, педагогов. Текущий тематический контроль по предмету в рамках контрольно-оценочной деятельности. Спасибо. Спасибо, Ольга Николаевна. У нас на вас очень большие надежды. Мы вам направляли письмо. И вот сейчас тоже для всех наших РИП я хочу напомнить, послезавтра, в пятницу, в 3 часа дня также у нас будет проходить вебинар или онлайн-семинар по, конкурсу, который посвящен конкурсам, которые идут в рамках мероприятия 2.3 федеральной целевой программы развития образования. И также письмо мы вам направляли, да, с просьбой участвовать, потому что там есть как раз ваша номинация, да, система оценки индивидуальных образовательных достижений. Мне кажется, давайте вместе подумаем, вам обязательно нужно, потому что если не вы, то кто? У нас единственная образовательная организация, инновационная площадка по этой теме. Да? Мы вам готовы помогать всячески, то есть вот вместе садиться, разрабатывать, да, и что-то делать. И то же самое все образовательные организации, региональные, наши инновационные центры, пожалуйста, подключайтесь, кроме организации профобразования, подключайтесь к этому вебинару в пятницу в 3 часа. Он также будет доступен в записи в нашем видеозале на сайте krivo.ru. И, пожалуйста, участвуйте в этой грантовой деятельности. То есть сейчас позиция государства и общества складывается таким образом, что свой инновационный статус, да, площадки должны подтверждать как раз-таки участием в грантах. И это самый высокий статус, который вот тоже может быть, и в котором, в достижении которого мы всячески готовы вас сопровождать. Поэтому, мы можем не приезжать, но можем можете посмотреть себя, конечно, да, это будет полностью тоже онлайн-семинар. Да, если будут вопросы, вы сможете подключиться. Да, там есть ссылочка регистрации, да, пожалуйста, все инновационные площадки, подключайтесь и будем участвовать, будем разбираться, да. Для нашей республики крайне важно участвовать в таких мероприятиях. Спасибо. Давайте сейчас дадим, может быть, слово, у нас Ухта еще на связи, да, и 2 образовательных учреждения. Пожалуйста, уважаемые коллеги, предельно кратко. Вот мы первую часть затянули, да, немножечко. Мы приносим извинения. Ну вот понятно, что очень большой, интересный опыт, обо всем хочется рассказать, да, всем хочется поделиться, но у нас с вами будут еще встречи, поэтому давайте послушаем Ухту. Ваши планы на ближайшее будущее, технический лицей на связи. Да, вас слышно, пожалуйста, поближе к микрофону, да, и включите вот экран, мы видим вас, да,
Пожалуйста, да. Мы вас слушаем. Вечер еще раз, коллеги. Я от лица Натальи Юрьевны Коротковой хочу передать, что она извиняется за то, что не могла присутствовать, но в управлении образованием был отключен сегодня интернет. Причина ее была такова. Теперь о нашем ресурсном центре. Мы не первый год работали, у нас ресурсный центр был предыдущие несколько лет, и мы работали над повышением качества физико-математического образования и информатизацией образовательного процесса. Но, тем не менее, жизнь диктует свое, и ключевой задачей сегодня в образовании становится повышение уровня знаний и базовых компетенций в области математики и других естественно-научных дисциплин. Но, тем не менее, значимым становятся интегрированные образовательные программы, обеспечивающие приобретение междисциплинарных теоретических и практических знаний, позволяющих готовить специалистов широкого профиля. В мировом образовательном процессе такой подход называется STEM-подход. И главное место в таком подходе отводится практике, соединяющей разрозненные естественно-научные знания в единое целое. STEM-подход стал основной идеей нашей программы ресурсного центра. В лицее сформирована система инженерно-технического образования через углубленное изучение физики, углубленное изучение алгебры, геометрии, профильного изучения физики, расширенного изучения информатики, через систему элективных курсов, работу открытой физико-математической школы, профориентационную работу. То есть качественную основу для инженерного образования мы создали. А вот для подготовки универсальных кадров, способных к техническому творчеству, необходимо создание и реализация междисциплинарных практических курсов. Выполнение поставленных задач, которые перед вами, обеспечивается через реализацию нескольких проектов. Проект «Открытая физико-математическая школа». Он ориентирован на учащихся 8-11 классов и на педагогов города. Основное в этом проекте – создание условий для качественной физико-математической подготовки как основы инженерного образования. Форма – сетевое взаимодействие. Посещение курсов технической направленности учащимися школ города, а цель его – повышение интереса к инженерным специальностям. Уже сейчас, за первую половину года, проведены 3 спецкурса для учащихся 9-11 классов и 6 семинаров для педагогов города, учителей математики, физики, информатики. Реализация проекта «Газпром-класса». Этот проект функционирует у нас с 2015 года, и интерес к нему постоянно повышается. «Газпром-класс» – это прием на конкурсной основе, класс с углубленной профильной подготовкой в целях получения высшего образования по специальностям, соответствующим профилю общества ООО «Газпром-Трансгаз Ухта» и дальнейшего трудоустройства выпускников. Проект ориентирован на учащихся 10-11 классов города. Проект «Школа формирования КТ-компетенций педагогов». Это новый проект и рассчитан на педагогов школ города. Направлен на удовлетворение социального заказа этих педагогов в области повышения КТ-компетенций в условиях введения профстандарта. Для достижения поставленной цели предусмотрена организация курсов, семинаров по КТ, актуальных для педагогов, оказание индивидуальных консультаций педагогам города, распространение передового педагогического опыта по применению современных образовательных технологий. В ноябре месяце прошел первый курс для наших педагогов, для начинающих педагогов в ИКТ-технологиях. На вторую половину года рассчитано еще 2 курса для людей, уже умеющих что-то и понимающих в ИКТ-технологиях. Первый курс – это будет видеомонтаж. Работа в качестве координационного центра по соревновательной робототехнике. Соревновательная робототехника – это мощное средство развития технического творчества, воспитания интеллектуальных инженерных кадров. Поэтому организация соревнований, обучающих семинаров, стимул вовлечения ООО города в робототехническое движение. Этот проект ориентирован у нас на учащихся 5-10 класс школ города и педагогов. Проведено
обучающий семинар для руководителей групп, команд, связанных с соревновательной робототехникой, и само республиканское соревнование, где наша команда заняла первое место. Развитие образовательной среды – это развитие системы дистанционного обучения и использование новых инновационных цифровых технологий и инструментов. Усовершенствование и развитие системы дополнительного образования. На основной ступени у нас будет выстроена система элективных курсов на основе принципов междисциплинарности и преемственности за счет увеличения количества STEM-курсов. Например, элективный курс для 5-6 классов «Основы робототехники» с использованием образовательного набора Лего. Для 7 классов образовательная робототехника с применением микроконтроллера Arduino. Элективный курс для 8-9 классов «Основы 3D-моделирования и печати». Надо сказать, что мероприятие, вот перед вами мероприятие на 2017-2018 год сначала для самого лицея. Большинство из этих мероприятий уже запущены и реализуются. А первое мероприятие по оснащению кабинета современных технологий и организация повышения – это мероприятие не на 1 год, а как минимум на 2, для того, чтобы обучить педагогов и оснастить по-настоящему современным оборудованием этот кабинет. Мероприятия для города состоят из нескольких направлений. Это в том числе, как я уже говорила, работа открытой физико-математической школы, школы и ЭКТ-компетенций, гимназический союз и работа лицея в качестве координационного центра. Практически все эти мероприятия начаты и реализуются. Ну вот, по-моему, все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Да, у нас большие надежды также во всей системе российского образования сегодня возлагаются на техническое творчество, да, на инженерные навыки. И в этом смысле, конечно, у нас в республике на УКТУ все надежды, потому что вы нас запускаете этот образовательный процесс для всей республики. Мы постараемся. Да, мы в вас верим, готовы помогать, сотрудничать. Вот, большое спасибо. Так, дальше у нас детский сад 83 представит планы на ближайшее будущее. Кратко, да? Да. Так. Еще раз добрый вечер всем. Я представляю детский сад 83 города Сыктывкара. И тема нашей инновационной площадки – использование современных педагогических технологий в обучении детей коми-языку в условиях городской русскоязычной среды. На эту тему мы вышли, потому что у нас уже есть опыт у педагогов работать с современными педагогическими технологиями, но стал вопрос, как можно использовать эти технологии в обучении детей коми-языку. Руководителем проекта у нас является научный руководитель Остапова Зоя Васильевна, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного образования. Руководитель, организатор проектом являюсь я, Вахнина Галина Николаевна, и организатор-методист, старший воспитатель нашего детского сада. Участники проекта – это педагогический коллектив нашего детского сада, дети дошкольного возраста, родители, и мы подключаем еще социум, школу номер 37, Эжвинский центр коми-культуры, детская библиотека и литературно-театральный музей имени Дьяконова. Со всеми данными социальными объектами мы уже заключили договора о сотрудничестве. Цель проекта – это создание комплекса учебно-методических и дидактических материалов на основе реализации современных педагогических технологий по обучению детей дошкольного возраста коми-языку как государственному. Здесь представлены наши задачи, ожидаемые результаты. У нас определены этапы, это подготовительный, практический. И сейчас мы находимся на стадии практического этапа, на план работы вот перед вами на 2018-2019 годы. Это организация методической работы. В конце презентации я покажу, как мы разработали технологическую карту в этом направлении. Здесь мы предусматриваем разработку рабочих программ,
разработка рабочих тетрадей, а также учебно-методические пособия, дидактические игры, наглядные пособия через различные конкурсы, выставки, разработку конспектов занятий, разработка схемы построения занятий, схема анализа занятий с использованием педагогических технологий и с учетом методики обучения детей коми-языку. Здесь, конечно, перед вами представлены разработки, но это уже и предусматривается вместе с тем и реализация в образовательном процессе. Не прошли мы стороной и разработку эскиза оформления детского сада, групповых комнат и группового участка с этнокультурным колоритом. Планы составлять будем в этом году по предметно-пространственной среде в группах. Планируется составить сводный план работы с родителями в этом направлении, а также составление сводного плана работы с объектами социума. Ну, планы социума мы уже составили в полном объеме. Ну и, конечно, мы уже на перспективу сделали на 2018-2019 год, это итоговый этап. И вот здесь я попыталась выставить технологическую карту, наверное, плохо видно. Это вот по методической работе по нашей теме проекта. В данной карте мы можем позволить себе еще добавлять различные формы методической работы. И для нас эта карта, мы посчитали, что она очень эффективная. Сразу видно на весь календарный год работа, методическая работа на весь календарный год, так сказать. Извините, я волнуюсь и сбиваюсь. Ну, вот это наши детки, которые уже могут говорить, исполнять песни на коми-языке. Спасибо за внимание. Единственный вопрос мы, конечно, не предусматривали, что уже нужны промежуточные работе публикации. Мы запланировали публикацию по итогам работы проекта. Да, все правильно. Спасибо за ваш вопрос. Да, мы сейчас хотим наметить план, вот такой план, да, результатов, то есть этапов как раз и результатов. И вот глобальным результатом работы каждой площадки инновационной мы видим как раз их какую-то вот глобальную, что ли, публикацию. Да, может быть, рекомендации для всех педагогов республики, учреждений, там, образовательных организаций подобного типа и вида. Может быть, это будет еще какой-то опыт, сборник трудов там, ваших педагогов по результатам проводимых конференций или там, вашего участия. То есть промежуточные этапы, да, вот у нас с отчетными периодами будут считаться, как сегодня было озвучено, даты, значит, начала лета 1 июня и конца года, да, до 15 декабря. Здесь мы собираем отчеты о проделанной работе. В этом смысле, если здесь есть что вам уже показать, может быть, ваши педагоги участвовали в конкурсах, конференциях, есть публикации, вы просто их в отчете указываете. Но, уважаемые коллеги, все абсолютно региональные инновационные площадки, да, то есть формат работы меняется, вот как раз такую медиа-активность, потому что у нас много интересных, сильных и очень мощных образовательных организаций в Республике Коми, но о них никто не знает. Поэтому нужно рассказывать о себе, учиться рассказывать. Да? Поэтому и нужно, чтобы на выходе, значит, на окончании проекта у каждой образовательной организации была своя публикация. Вот это наша задача максимум. Где публиковать? Эту задачу мы берем на себя. То есть мы можем вам предложить и спецвыпуски журнала образования в Республике Коми, и какие-то специальные вообще издания методические. Да? То есть об этом вам не нужно беспокоиться, вам нужно вот свой опыт, да, который действительно интересный, ценный, может быть, даже для всей России. Да? Вам нужно его оформить к концу работы по проекту. Вот. Спасибо. Так, ну и у нас еще остается Ухта, может быть, да, дадим ей слово еще, по-моему, если еще не ушла у нас 10-я школа Ухты. Нету, да? Есть? Вот, ребят. Да, давайте, пожалуйста, выслушаем еще Ухту.
связи уже у нас Ухта. Да? Давайте тогда послушаем детский сад лозунг. Если Ухта у нас вернется, мы тогда еще послушаем. Ну, еще раз здравствуйте. Да, напомню, что тема нашей инновационной площадки ОМП, да, опорно-методическая площадка, это формирование этнокультурной личности средствами коми изобразительного искусства именно в условиях сельского и детского сада. Вообще наш проект нацелен на создание условий для полноценного этнокультурного развития современного сельского ребенка через систему художественно-эстетического воспитания и на основе приобщения к коми-изобразительному искусству. Чтобы, да, вот тоже представлены на этом слайде этапы, которые мы запланировали. На подготовительном этапе нами уже как бы проведен мониторинг условий и кадровых, и материально-технических с целью оптимального функционирования и дальнейшего развития нашей инновационной площадки. Утвержден список рабочей группы, утвержден уже план ОМП. И вообще все как бы задачи нашего проекта мы выделили вот в такие 11 взаимосвязанных блоков, по которым, в принципе, и вся работа ведется. И что уже как бы немножко вкратце расскажем, что мы по каждому блоку уже сделали и что, в принципе, планируем на этот год. В блок «Я и окружающий меня мир» в задаче вы видите. По этому блоку у нас запланирована серия спецсоветов, этнокультурное образование детей, педагоги наши. Постараемся, по крайней мере, чтобы они проучаствовали на семинарах по проблемам этнокультурного и познавательного развития. Проводятся уже практические мастерские с педагогами. Тема этих мастерских – это художественное направление помещений детского сада, как одно из средств эстетического развития. С родителями мы их привлекаем для участия в мероприятиях по вопросам реализации нашей темы ОМП. Привлекаем их для создания видеотеки, выставок и для расширения нашего мини-музея по этнокультурному направлению. С детьми в этом блоке задач мы апробируем программу этнокультурного образования детей дошкольного возраста детям Республики Коми. По следующему блоку, он у нас назван «Я в мире добра и милосердия», мы как бы с педагогом будем привлекать к участию в различных семинарах на различном уровне по проблемам духовно-нравственного воспитания. Уже было у нас заочное участие в конференции по духовно-нравственному воспитанию с темой духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников средствами коми-изобразительного искусства. Уже проведена консультация с педагогами по вопросам экологии Республики Коми в изобразительном искусстве. По третьему блоку задач, который у нас называется «Я в мире народного творчества и национальных традиций», здесь мы, конечно, также все эти вопросы, этот блок у нас будет отражаться в сериях спецсоветов по этнокультурному образованию детей. С родителями запланирован конкурс изобразительного декоративно-прикладного искусства. Посмотри, как красив коми узор. По планам педагогов, педагоги проводят по своим планам детско-родительские проекты по этнокультурному образованию. С детьми запланированы у нас встречи с живым искусством и его носителями, то есть мастерами. И уже идет реализация проекта этнокультурной направленности, такой национальный костюм в прошлом и современном мире. И проект очень интересный «Баня память, баня правит». Следующий, четвертый блок
Я в мире искусства и вдохновения. Он, в принципе, у нас самый главный, да, по которому идет у нас работа, поэтому и как бы и больше запланировано именно на этот блок. Это же, конечно, серия лекториев, этнокультурное содержание в образовательной области, художественно-эстетическое развитие с педагогами. С ними же запланированы искусствоведческие экскурсии в музеи, на выставке картин. Запланированы и уже проводятся консультации про эффективные методы и приемы использования при восприятии картин художников. В апреле запланирован семинар практикум проектной деятельности при общении детей к изобразительному искусству. В течение реализации проекта у нас предусмотрены практические мастерские использования коми художественного слова с целью активизации художественного восприятия образа. В апреле этого года у нас запланирован конкурс проекта по приобщению детей к изобразительному искусству. Родителей мы привлекаем. Для родителей мы в феврале проведем мастер-класс использования дидактических и художественно развивающих игр для рассматривания картин художников. Также по плану педагога проводятся с ними детско-родительские проекты по этнокультурному образованию. Но с детьми запланирована также встречи с живыми искусствами, его носителями, это художниками, иллюстраторами. В течение реализации проекта у нас запланирован проект «Картинная галерея в детском саду». Это в сотрудничестве с Национальной галереей Республики Коми, где мы будем приглашать сотрудников Национальной галереи к нам в детский сад со своими наработками. Также в детском саду у нас запланирована организация изо-студии, но пока не можем найти, так сказать, руководителя этой изо-студии. Работает кружок Коми Орнамент. По 5-му блоку «Я в мире труда и народных ремесел», также с педагогами, это экскурсия на выставке народных ремесел. С родителями это также по плану педагогов проекты по этнокультурному образованию. С детьми также встречи с искусством, живыми его носителями. Реализация проекта этнокультурной направленности уже прошел у нас с детьми, он назывался «От овечки до варежки». Организован по этому блоку задач у нас различные кружки и студии на развитие ручной умелости. В этом году работает кружок Кужичкиес, где дети учатся работать с глиной и с берестой. В 6-м блоке «Я в мире игр и праздников». У нас запланирован итоговое мероприятие по этому блоку. Это праздник от Святок до Покрова. И мы уже провели по этому блоку праздник Покровский хоровод, провели неделю коми-культуры, где, в принципе, решали все вопросы этого блока. По 7-му блоку «Я в мире музыки и сказки». У нас запланированы детско-родительские проекты именно музыкального руководителя на приобщение детей к коми народной и современной музыки. Также проходят у нас практические мастерские использования коми художественного слова с целью активизации художественного восприятия образа, это я уже говорила. Творческие гостиные проводятся в рамках проекта одного из педагогов, это знакомство, изучение коми детского фольклора посредством лэдбуков. С детьми реализуются проекты этнокультурной направленности, такие как знакомство, изучение коми детского фольклора, как я уже сказала, со средствами лэдбуков. Организован вокальная студия хорового и вокального пения, это Мария Моль. Планируем организацию театрального кружка МОЙТ по проекту игропедагогика, который проводит лаборатория национальных
правда, 2, 9 большой блок тоже. Это я в мире своего рода и семьи. Ну, понятно, что здесь все направлено по работе с родителями. Не буду сильно останавливаться. Так, я в мире дружбы и общения. Но здесь очень интересно то, что мы запланировали реализовать проект на культурной направленности пост-кроссинг между детскими садами Республики Коми. Пока все секреты открывать не будем. 10 блок «Я в мире здоровья и здорового образа жизни». Ну, здесь это у нас еще является одной из задач этого года у нас непосредственно образовательной задачи. Поэтому мы здесь уже провели семинар-практику, роль предмета развивающей среды, выздоровления детей, консультации по технологиям сохранения и стимулирования здоровья. В феврале будет педсовет по здоровьеберегающим технологиям дошкольному учреждению. Для родителей в марте проведем собрание «Бережем здоровье», где именно затронем о значении фольклорной терапии, арт-терапии на материале и средствами изобразительного искусства. Ну и 11 блок «Я в современном постоянно развивающемся мире». Ну, понятно, что здесь как бы да, педагогам надо нам очень много учиться, да, потому что педагог должен много знать, чтобы что-то дать детям, поэтому запланировано участие в различных семинарах, форумах по проблемам инновационного образования. И в этом году в марте проведем семинар-практикум «Использование современных педагогических технологий при общении детей к изобразительному искусству». Спасибо большое. Тоже надеемся, да, что все площадки смогут оформить свои планы, да, и нам направить письмо соответствующее мы подготовим. Ну что ж, давайте еще посмотрим, есть ли у нас устать, если есть, послушаем это планы на ближайшее будущее. Вот, так что, уважаемые коллеги, да, по любым вопросам, которые у вас есть, звоните по телефонам, которые указаны в каждом информационном письме. Это наши телефоны. Значит, мой и значит, сотрудников нашего центра. Мы вам ответим на все вопросы, которые у вас будут. Ну и должны тоже понимать, какие у вас есть потребности, да, может быть, какая-то, можете определить, какая необходима помощь от всего института, да, не только от вашего научного руководителя. Тесно общайтесь с вашими научными руководителями, поскольку они будут такими посредниками между вами и всем остальным миром, не только значит, Институтом развития образования. Ну и мы очень надеемся, что те задачи, которые перед нами ставит Министерство образования и, в общем-то, в первую очередь общество, в котором мы живем, да, мы с вами вместе успешно решим. Поэтому большое спасибо. Значит, о всех совместных мероприятиях мы будем продолжать вас информировать.